Доброе утро, дорогая республика! Утро Якутии приветствует всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Мы приветствуем вас, желаем вам прекрасного, доброго утра. Ну и, конечно, предлагаем вам в ближайший час оставаться с нами, потому что в нашем эфире, как всегда, будет очень много полезного, приятного и, в общем-то, интересного. Да, как всегда, мы это и делаем. Ну, а для тех, кому вдруг интересно, кто не знает, 8 апреля на календаре, понедельник, начинается новая неделя. Это прекрасно, и нужно первый день провести максимально бодро, чтобы неделя задалась. О том, что мы приготовили, мы, во-первых, и утреннюю зарядку с вами сделаем, узнаем историю вообще, скажем так, телеоператорского искусства, потому что в рубрике исторической нашей мы расскажем про первого оператора в республике. Ну, конечно же, с гостями нашими поговорим на интересные темы и много всего другого еще в течение почти что часа вас ждет. Да, дорогие друзья, будьте внимательны, потому что сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему, такую как где в ближайшие дни можно бесплатно проверить свой тонометр. Это очень важно, и многие не обращают на это внимания, но, в принципе, акция будет совершенно бесплатная на днях, а где и как, узнаете чуть позже. Также поговорим сегодня в рубрике «Советы юриста» о такой важной теме, как ошибки в документах. Зачастую с такой проблемой сталкиваются многие из нас, да, вот опечатка или, допустим, «е» вместо «ё». Особую роль вроде бы как бы и не играет, но в некоторых моментах это бывает очень... Может быть критично. Да. В общем, все это, друзья, сегодня, в ближайший час, остаемся с нами, просыпаемся, ну а начнем по традиции с разговоров о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 23 градуса. В заречной группе 9-18 ниже 0. В южных 0 градусов. В Вилюйской группе улусов 9-12 со знаком минус, в Нижнеленских до 17 градусов мороза. В западных районах 6-16 градусов ниже 0. В Колымо-Дигирской группе улусов до минус 26, в Янских 11-29 со знаком минус. На северо-западе до 17 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 0 градусов. 0 градусов. Ну, прекрасно же, весна в самом разгаре. Замечательно, да. Но плюс уже хочется, конечно, плюсовой температуры. Плюс был зафиксирован на прошлой неделе. Ну а сегодня пока что 0, но это тоже приятно. Ну, стабильное тепло днем, чем как бы не повод порадоваться. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы готовы рассказать о последних новостях. Доброе утро. В эфире новости, в студии Власий Сергеев. Участникам специальной военной операции спишут проценты по потребительским кредитам, которые начисляются в период кредитных каникул. Такой закон подписал президент России Владимир Путин. Подготовленный в правительстве документ вводит новую льготу для участников СВО, касающиеся потребительских кредитов. Бойцы уже могут воспользоваться механизмом кредитных каникул, позволяющим им временно приостановить исполнение своих обязательств по кредитному договору на срок участия в СВО, увеличенный на 30 дней. Новый закон предусматривает списание начисленных в период кредитных каникул процентов по потребительским кредитам для участников операции. Банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также направить ему уточненный график платежей. Активисты управления Госстройжилнадзора республики готовят очередную партию вещей для бойцов-якутян, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Так, сотрудники ведомства вручную собирают сухие пайки, смесь из орехов и цукатов. Планируется отправить в зону СВО более 1000 таких пакетов. Ранее коллектив управления Госстройжилнадзора передал бойцам-якутянам квадрокоптеры, рации, медицинские аппараты, приборы и различную амуницию. Помимо этого были отправлены 1500 окопных свеч, 200 тактических кошек и 300 плащ-палаток. Сухие пайки, состоящие из сушки, орехов, изюма. Высококалорийный набор. Удобно носить его в сумке. Ну, с собой где угодно можно взять и быстренько перекусить можно. Планируем собрать вот в ближайшие дни и пока есть дорога, отправить хотим. Либо самолетом. У нас, в принципе, объем небольшой.
получится 1000 таких штук. Это всего лишь несколько коробок. Надеемся, что и самолетом можно будет отправить. В столичном доме дружбы народов начала работу выставка «Охота и охотничьи традиции», приуроченная Дню охотника в Якутии. Свои экспонаты представили Клуб горных охотников республики, Музей Северо-Восточного федерального университета и частные коллекционеры. На стендах представлены чучела животных, от пернатых до крупных хищников. Охотничьи трофеи будут оцениваться якутскими экспертами наряду с их коллегами из Москвы. Напомним, выставка проводится с 2004 года. Ее целью является воспитание культуры и этики охоты, бережного рационального отношения к природе и добытым трофеям. Мы выставили трофеи от Клуба горных охотников Республики Саха-Якутия. Тут у нас присутствуют бараны с разных регионов и мира даже. С Киргизии, с Казахстана, потом идет с Республики Тывы, с Кавказа. Наш якутский снежный баран, он сейчас у нас вот по системе КРОТ занимает первое место в России. В прошлом году вот добыл у нас вот в Кобяльском улусе Геннадий Слепцов. В Якутск вернулись члены экспедиции проекта «Пути великих свершений». Они преодолели за 14 суток 2500 километров через Маю, Эльдикан, далее Аллах-Юнь, Анча до Охотска. Это исторический тракт был основан в 17 веке и действовал до начала 20 века. Главной целью экспедиции было изучение Охотского тракта и его роли в освоении российского Дальнего Востока, восстановление исторических связей Якутии с Охотским муниципальным округом Хабаровского края. Также в спектр задач входило исследование перспектив развития тракта как транспортного коридора и возможности развития туристических маршрутов. Мы продолжаем. Сегодня в Якутске стартовал региональный этап всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Всего в конкурсе принимают участие 12 участников из колледжей и техникумов Якутска, Мегино-Кангаласского, Ленского, Тампонского, Вилюйского улусов. И на протяжении следующих 4 дней им предстоит провести учебное занятие для студентов. Победитель конкурса представит республику на всероссийском финале в Тюмени в сентябре. Сегодня у нас в гостях эксперт конкурсной комиссии Наталья Баишева, преподаватель Якутского педагогического колледжа, победитель республиканского конкурса «Наставник года 2024», а также участник конкурса Афанасий Пермяков, преподаватель специальных дисциплин горно-геологического техникума. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Наталья Егоровна, первый вопрос к вам как к эксперту. Вообще, что ждет участников конкурса, по каким критериям их будут оценивать? Доброе утро, всем мира, добра. Ну, что хочу сказать. Конкурс, конечно, событие для каждого участника. Это событие такое, в то же время это большой праздник. Это обращение к своему «я», своему собственному пониманию, что я могу, что могу показать, на что я способен. Это праздник мысли, мыследействия, погружения в большую деятельность. Ну а критерий очень много, очень много. Буквально вчера я оценивала видеоклипы, которые отправили участники. Это 3 минуты сюжет, показать. За 3 минуты они должны показать все, что они могут, все свои способности, раскрыть себя в полной мере. И вот эти 3 минуты оценивались по 5 критериям, по 5 показателям. То есть с 25 позиций мы должны были смотреть каждый этот видеоклип. Ну, 25 позиций, на самом деле, серьезно, такая заявка. Сложно, да. Очень сложно. Ну вот сразу тогда, не отходя от кассы, Афанасьевых участников, во-первых, действительно трудно ли в 3 минуты уложить вот это все? Да, это очень даже было трудно весьма. Мы там всей коллеги, вместе с коллегами собирались, думали, как Устраивали сделать, мозговые там, штурмы. Да, мозговой штурм, то есть, вот так вот. Но вы на минуточку, Афанасий преподаватель, да, очень молодой мы видим, да, но занимается таким благим делом, преподает такие интересные вещи, как прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, да. Есть ли у вас какие-то собственные наработки, методики, чтобы объяснить обучающимся достаточно такие сложные вещи? Да, конечно, есть. В смысле того, что у меня сейчас везде информационные, то есть средства использую, то есть электронные библиотечные, и также свои лекции собрал воедино в своем портфолио, куда студенты могут ходить в любой момент, посмотреть, то есть все мои лекции, все лабораторные работы и тому подобное.
Ну, вот так вот. В общем, вот так. Цифровизация помогает. Да, цифровизация очень помогает в наше время. Сейчас интереснее стало Да, учиться. это не как раньше, мы, да, выписываешь только бумага. книги, да, и вот сиди и пиши лекции. Сейчас все можно вот онлайн получить Подсмотреть достаточно и- хорошие знания, Да. да. Ну, Наталья Егоровна, а вот, ладно, оценка работы — это одно, а какими личностными качествами, наверное, должен участник обладать, чтобы, ну, побороться за победу? Ну, как вот Афанасий рассказал, каждый участник – это уже личность. У него свой темперамент, свой характер, свое мышление, свое видение. Личностные качества – это основания, на которые наращиваются профессиональные качества. Вы все учились, учителей, преподаватели, знаете, что прежде всего учитель, преподаватель – это и есть личность. Ну, конечно, в этом конкурсе надо проявить креативность, уникальность свою показать свою неповторимость в то же время. Но а при проведении, вот я сама участвовала в многих конкурсах, буквально приехала в субботу с Вилюйского Улуса, там тоже прошел конкурс для совсем молодых учителей, которые всего 1 год, 3 года проработали. Но они были очень спокойные, уверенные, хладнокровные. Это вот проявление выдержки. То есть любой конкурс – это прокачка вот этих наших личностных качеств. Ну, то есть это достаточно такой очень хороший экспириенс, как бы Да. сейчас сказала Да. молодежь, да. Стимулы, мотивация Да. развиваться. Конечно. Афанасий, а помните ли вы свой первый рабочий день? Когда это было, и вот волнительно ли для вас было? Или вы все-таки уже сразу вот пришли таким уверенным молодым специалистом? Ну, в принципе, до того, как я стал преподавателем, я как бы проработал в промышленности и тому подобное. То есть знаю, что нужно для работодателя. Мгм. И в связи с этим, как бы, когда только вот начал преподавать, у меня была там группа, ну, конечно, она состояла не из такого большого количества студентов. Мгм. Ну, ощущал себя как, ну, можно сказать, как рыба в воде. И Мгм. как бы, Как к себе домой пришел. да, как к себе домой просто пришел, начал там показывать, обучать, потому что вот на производстве там тоже как бы свои же стажеры, вот на стажировку приезжают и тому подобное студенты на производственную практику, там тоже как начинал обучать, показывать и тому подобное. То есть кухню знаете изнутри, поэтому было проще, да? Ну да, можно Ну и так плюс, получается, некий там опыт наставничества тоже, Мгм. наверное, Ну да. имелся. Наталья Егоровна, вы, ну, вот помимо того, что мастер года сейчас идет, вы являетесь победителем республиканского конкурса «Наставник года». И вот с этой точки зрения, да, как человек, который тоже там в подобном конкурсе участвовал, какие советы можете дать участникам этого года, вот участникам мастер года? Ну, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в этом конкурсе. Но просто так сложились обстоятельства, так сложились звезды в тот раз, я хочу сказать. Потому что каждый участник вот того конкурса, это были очень уважаемые люди. Будь моя воля, я бы каждого поставила на этот пьедестал. Потому что, смотрите, это были люди, которые очень компетентны. Я почти всех знаю, мы ходим в школы. И я поэтому просто вот думаю, что в тот раз это было просто каждый, кто голосовал за меня, они голосовали за меня как за представителя среднего профессионального образования. Это был праздник, когда каждый выпускник моего колледжа голосовал за наш свой родной колледж, за свой педагогическое училище, за колледж, за своих преподавателей, за Веру Петровну, за Галину Владимировну, за Егора Николаевича, за Марию Никитовну. Это личности, которые сделали вот всех преподавателей нашего колледжа. У меня был сильнейший наставник, мудрейшая учительница, преподаватель, мудрейший методист. Это Степанова Валентина Егоровна. Тоже хочу, пользуясь случаем, сказать, что я у нее прошла очень большую школу становления. И вот это вот то, что вот наставничество подняли на новый уровень, это вот очень даже похвально. Вот, просто это очень полезно, когда рядом с молодыми работают и мы. Вот раньше говорили, пенсия, все, идите на пенсию. Нет, мне кажется, наоборот, это должно быть все стабильно, в гармонии должно Баланс. быть, в балансе. Ну, что хочу пожелать? Конечно, вот я уже сказала, спокойствие, победы. Но и самое главное, конкурс – это главное не победа, а главный результат для себя. Потому что, когда ты участвуешь, ты самосовершенствуешься. И вот каждый участник конкурса, вот было 31 заявлено, а выбрали 12. То есть все 31 преподавателя, они как бы, пробуя себя, они поднимаются на новую ступень своего развития.
Здорово, да? Вот как хорошо иметь такого наставника, да? Мне кажется, там уже, собственно, и делать ничего не надо, все можно Я сделать, просто да? по этому спичу уже понял, что заслуженный наставник года. Афанасий, а вот нередко бывает такое, что молодые педагоги быстро выгорают. Но это может касаться и любой другой профессии, да? А что же помогает лично вам оставаться вот в тонусе? Где черпаете эти силы, идеи? Ну, в тонусе лично мне, ну, как бы я как бы любитель пообщаться с людьми, там, мне вот это вот нравится. Ну и вообще, как бы, ну, вот это у меня захвалось, так скажем, с детства еще, да. И вот когда вот обучаешь детей, с ними спокойно общаешься, ну, то есть, как бы, это очень даже тонизирует, так бы, поднимает настрой, веселит, ну, то есть настроение, даже вот когда ты приходишь уставший, Да. ну, так скажем, утром не выспавшийся или что-нибудь в этом роде, приходишь, поговорил с детьми, они там такие веселые, там, и у тебя тоже как бы начинает Проснулся, такое, да? да, проснулся, да, то есть Зарядился. настроение поднялось. С друг друга всё заряжаете. светло. А как насчет трудных подростков? Бывают сейчас же, наверное, и такие, да, ребята, которые вот ни в какую не поддаются, и, знаете, и показывают там, может быть, характер. С ними как работаете? Да, вот такие дети, конечно же, есть, но у молодежи, так скажем, авторитарный режим, ну, то есть стиль управления, то есть они смотрят на авторитета. И нужно, так скажем, совет, можно сказать, да, с педагогам, то есть моим коллегам, может быть, кому-нибудь. Нужно просто поставить себя, сделать ихним авторитетом. То в этом случае, как бы, они начинают тебя слушаться, перестают опаздывать на пары и тому подобное. То есть, вот у меня сейчас яркий пример того, что группа есть, то есть они прям после пары, на пару бегут прям ко мне. То есть, чтобы вообще не на секунду опоздать, а просто бегут. Я вообще был такой, ох ты, Дима. Замечательно. Ну и последний вопрос хотелось бы задать, Наталья Егоровна. Как бы уже частично вы на него отвечали, да, звучит он все-таки, что дает участие вообще в подобных конкурсах педагогам. Понятно, что и личностный рост и так далее, но помимо там, улучшения себя с точки зрения личностных качеств, именно с профессиональной точки, скорее всего, это опять же обмен опытом с другими педагогами. Конечно, любой конкурс — это вообще большой праздник, потому что начинается мыслекоммуникация, коммуникации, знакомишься друг с другом и, конечно, повышаешь свой профессиональный рост. Ну, вот сейчас Афанасий сказал, как работать со студентами, ну, это просто еще больше начинаешь любить свою профессию после конкурса, потому что ты во время конкурса как бы делаешь анализ всех вот этих позиций, и вот эти вот студенты, которые приходят к тебе на занятия, я вот просто люблю, обожаю, просто всем привет моим студентам. Вот когда ты любишь свою профессию, любишь свою работу, то и в конкурсе, когда ты участвуешь после конкурса, ты как бы наполняешься как чаша новым содержанием. И вот это новое содержание уже хочется пойти к своим студентам, и уже вот я с нетерпением жду каждое утро, чтобы пойти на пары. Слушай, ну я вот слушая, Паш, слушай, да, глядя вот на Наталью Егоровну, если бы я была ее студентом, я бы тоже бежала. Вот, знаешь, вот как к Афанасию бегут, я бы тоже бежала к ней на пары, с удовольствием бы ее слушала, и, знаешь, и вот, наверное, даже бы прямо училась, наверное, хорошо, Спасибо. потому что как можно так не учиться? Ну вот посмотри, какой уникальный человек. Преподаватель всегда подает пример, на который хочется равняться. Спасибо вам большое за эту беседу, очень замечательную. Ну и, собственно, успехов вам желаем. Ну а по поводу конкурса пусть победит сильнейший. Да, и пусть, спасибо. Спасибо, что пригласили. Ну а сегодня, 8 апреля, именно в этот день, в 1912 году, состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых и имела, кстати, огромный успех не только на родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Чем же еще сегодняшний день знаменателен? Давайте узнаем. На календаре 8 апреля. День российской анимации, День сотрудников военных комиссариатов в России. По народному календарю Гавриил Благовест. В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было, все равно не пойдет впрок.
Причина такого суеверия очевидна в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: весной день долог, а нитка коротка. Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды. Этот день в истории. 1158 год. Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. 1766 год. Запатентована первая пожарная лестница. 1918. Российский исторический триколор заменен красным флагом. 1944. Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск. В этот день родились 1881 Пабло Пикассо, испанский художник. 1894 Петр Капица, советский физик, нобелевский лауреат. 1925 Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании. 1930 Надежда Румянцева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 1931 Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. 1964 Никита Михайловский, советский актер театра и кино. Именины сегодня отмечают Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Просковья и Степан. 8 апреля отмечается день рождения пожарной лестницы. Необходимость в этом спасательном элементе возникла в тот момент, когда появились многоэтажные строения. А спасать людей с верхних этажей стало проблематичнее. Первичная длина лестницы составляла почти 10 метров. В Российской империи первую механическую пожарную лестницу сконструировали в 1777 году. Раздвижная лестница с рычажным механизмом доставляла людей на высоту около 20 метров. На то время это была неслыханная высота. Императорская академия наук вручила медаль ее создателю, кузнецу Петру Дальгрену. За время своего существования пожарная лестница не раз видоизменялась и совершенствовалась. С момента первой запатентованной модели в 1766 году она из деревянной превратилась в металлическую. Появились модификации автомобильной и ручной. Высота, на которую она теперь поднимает пожарных, из 10 метров увеличилась до 100. Изначально планировалось применять пожарную лестницу только при пожаре, но со временем она стала незаменимой и при других спасательных операциях. Интересные факты узнали, вспомнили историю, также поговорили про праздники, ну а теперь можно перейти к зарядке. Самая семейная утренняя зарядка проходит в Китае. Польза для здоровья и организации семейного досуга здесь идут рука об руку. У китайцев-провинциалов часто в домах есть специальные комнаты, где они всей семьей, от прабабушки до младенца, занимаются гимнастикой. Хороший пример для подражания. А начать можно прямо сейчас у экранов вашего телевизора. Всем доброе утро! Мы день начинаем максимально заряженно. Все встаем и начинаем суставную разминку. Итак, ноги поставили на ширине плеч, руки на поясе. Начинаем сверху вниз. Шейный отдел, круговые движения. Все по 5 повторений. Поехали. Раз, два, три, 4, 5. И в обратную. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Далее плечевые суставы, круговые движения вперед. Раз, два, 3, 4, 5 и назад. Никто не отстает. Раз, два, 3, 4 и 5. Локтевые суставы, внутреннюю сторону. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5 и в обратную. Раз, два, 3, 4, 5. Грудной отдел. Подняли правую руку вверх, левую вниз и тянем назад. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Руки на поясе, левую руку подняли вверх. Растягиваем спину, делаем наклоны. По 5 повторений. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, два, 3, 4, 5. Чуть побыстрее. Раз, два, 3, 4, 5. Супер. Руки на поясе, делаем круговые движения. Тазобедренный сустав. Раз. Делаем полный круг. Два, 3. Разгреваем поясницу, копчик. 4 и 5. И в обратную. Раз, два, 3, 4 и 5. Все молодцы. Далее. Ноги поставили шире плеч. Пальцы мы скрещиваем и делаем наклоны. Полу тянемся 10 раз. Поехали. Раз, два, 3, 4. Каждый раз выдыхаем. Выдох, выдох, выдох. 8,
9, 10. Супер. Далее руки на поясе. Делаем круговые движения ногами. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5. Внутреннюю сторону. Раз, 2, 3, 4, 5. Другая нога. Внешнюю сторону. 2, 3, 4, 5. В обратную. Раз, 2, 3, 4, 5. Далее коленные суставы. Ноги держим вместе. Руки кладем на колени. Чуть доседаем. Ноги полностью не выпрямляем. Поехали. Раз, 2, 3, 4, 5. И в обратную. Раз, 2, 3, 4, 5. Далее кисти, голеностоп, круговые движения. Раз, 2, 3, 4, 5. Поменяли. Раз, 2, 3, 4, 5. Все вместе потянулись вверх. Вдох, на носочках напрягаем все тело. И сделали выдох. Молодцы, похлопали друг другу. Всем хорошего дня. Пока. Ну, хорошее настроение в течение дня – это в том числе и результат физической активности. Всего 10 утренних минут, потраченных на несложные упражнения, такие вот, допустим, которые сейчас мы увидели, они придадут бодрости и силу на весь день. При активных движениях в организме начинается вырабатываться гормон радости – эндорфин. У негативных эмоций не будет шанса. А какими эмоциями и событиями будет заполнена эта неделя, давайте-ка узнаем, что сулят звезды. Овен. Эта неделя будет очень насыщенная на работе. Если вам нужна поддержка, рассчитывайте на помощь семьи. В романтических отношениях будет преобладать женственная энергия. Ваш партнер полностью предан вам и готов следовать вашим планам. Если вы ищете новую любовь, ожидайте успеха. Телец. На этой неделе ожидайте большой объем работы, но ее результаты будут заметны уже в середине недели. Вы сможете наконец-то взяться за все дела, которые так долго откладывали. На этой неделе вы преодолеете все задачи и препятствия, которые казались вам непреодолимыми. Вас ожидает волна энтузиазма и поток отличных идей. Близнецы. У близнецов начинают реализовываться самые грандиозные замыслы, но следует более тщательно планировать свой бюджет. Можно с легким сердцем браться за самые трудные дела. Вам все по силам. Сохраняйте спокойствие, несмотря на агрессивность кого-либо из вашего окружения. Рак. На этой неделе ваш разум будет полон новых мыслей и идей. Используйте свои творческие способности и коммуникативные навыки для развития новых отношений и проектов. На работе коллеги будут в восторге от ваших идей, а также от вашей способности руководить. Лев. Самые активные дни ожидаются в начале недели. Выходные – это удачное время для встреч с друзьями. Сосредоточьтесь сейчас на своих домашних и семейных отношениях. Это может быть идеальное время для углубления связей и разрешения любых недоразумений. Но также будьте открыты для новых возможностей. Дева. В начале недели складываются благоприятные финансовые условия, которые следует использовать с умом. Вам сделают интересное предложение, которое вы должны принять. Работайте над своим внутренним балансом и личностным ростом. Сосредоточьтесь исключительно на себе и своем здоровье, физическом и ментальном. Весы. На этой неделе самое время обрести гармонию в жизни. Найдите баланс между работой и отдыхом, между личными и профессиональными делами. Золотая середина должна стать вашей главной целью. Скорпион. Время больших планов и надежд, однако их реализация потребует больших усилий. Неделя будет очень насыщена событиями и встречами. Руководство поддержит все ваши начинания. Это дополнительный шанс добиться успехов и в личной жизни. Стрелец. Наступает время трансформации и глубоких эмоций. Будьте открыты для перемен, и это укрепит вас и подготовит к новым испытаниям. Рассчитывать можно только на свои силы. Не рекомендуется брать взаймы у знакомых или близких. Козерог. Вас ожидает большая перспектива в карьерном росте. Появится шанс повысить свой статус. Однако помните, что успех требует терпения и упорного труда. На этой неделе в вашей жизни произойдет поворот в личной сфере. Вас ждет романтическое знакомство, или вы сумеете завоевать сердце того, кто вам симпатичен. Водолей. Ожидайте спокойные и гармоничные дни, когда вы добьетесь успеха во всем, что делаете. Подходите к делам с энтузиазмом, любовью и спокойствием. Успех вас ждет преимущественно на работе, на различных рабочих встречах и собеседованиях. В личной жизни также все складывается удачно. Рыбы. На этой неделе у рыб интуиция будет очень сильна. Слушайте свой внутренний голос и следуйте за своей мечтой. Вы можете открыть для себя вдохновение и новые направления в своей жизни.
проявляйте открытость к духовным ценностям и состраданию. И это вновь «Утро Якутии». Мы приветствуем всех, кто, возможно, только проснулся и присоединился к нам. Дорогие друзья, напоминаем вам о том, что каждый день в прямом эфире «Утро Якутии» приветствует всех жителей республики. Да, нас смотрят очень крупные города, такие как Алдан, Нерюнгри, Мирный, Ленск. Да? И, кстати говоря, охват наших зрителей, он с каждым днем увеличивается в достаточно такой геометрической прогрессии, я бы Ну и в сказала. связи с этим, конечно, нужно понимать и тот момент, что вы включаете телевизор, мы вот здесь вдвоем такие красивые сидим, иногда наши коллеги тут тоже вдвоем красивые сидят или по одному, бывает разное, но помимо нас, конечно же, за кадром остается огромное количество людей, которые все это делают, весь этот час собирают и позволяют зарядить вас утром на хорошее настроение. И среди них, ну, допустим, режиссеры, наш редактор есть, звукорежиссеры, и, техники. И, конечно, оператор. А оператор это кто? Тот, кто материализует режиссерское видение на экраны. И вообще глазами, ну, есть телеоператоры, кинооператоры, глазами операторов зрители, в принципе, фильмы смотрят. И вот 23 года продолжалась творческая, интересная судьба Никандра Егоровича Савинова, первого профессионального оператора Якутии, кинокорреспондента Восточно-Сибирской студии «Кинохроники». Никандр Савинов принял участие как автор, сценарист и кинооператор в выпуске 20 документальных фильмов, 36 спецвыпусков журналов «Восточная Сибирь». Его отснятые материалы, касающиеся развития Якутии, сейчас хранятся в Национальном центре аудиовизуального наследия. Его многолетний самоотверженный труд и профессионализм позволяют сотням зрителям стать свидетелем исторических моментов. Здравствуйте! Для якутян приход весны – это всегда праздник. Особенно первым лучам солнца радуются жители северных арктических районов. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, отдых на природе, рыбалка. Кстати, а как клюет за полярным кругом, лучше всего спросить у Михаила Александровича Винокурова. Он был охотником, оленеводом, табунщиком и механиком. А в 1981 году он стал лучшим рыбаком в Алазейском наследии Среднеколымского района. В 10-й пятилетке, а это период с 1976 по 1980-е годы, он выловил тогда и сдал 82 тонны рыбы. Все мы помним из истории, что в СССР тогда жили по пятилетнему плану развития народного хозяйства. И каждый пятилетний план СССР представлял собой набор целей, направленных на укрепление экономики. И да, вы не ослышались, за 4 года Михаил Винокуров выловил ровно 82 тонны, а план был в 2 раза меньше. Раз на раз не приходится, признавался съемочной бригаде известный рыбак, но факт остается фактом. Хорошо клевало и в этот съемочный день 1981 года. Запечатлеть реальный улов, отснять такие живые кадры не так-то просто. Это могут подтвердить операторы, которые работали в таких условиях. Эти кадры снял для нас известный кинокорреспондент, член Союза кинематографистов ЯССР, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры ЯССР Никандр Егорович Савинов, который работал в Восточно-Сибирской студии кинохроники с 1962 по 1985 годы. Не только как оператор, но и как автор съемок, а также сценарист. В Национальном центре аудиовизуального наследия хранятся около 800 сюжетов Никандра Егоровича Савинова, а это почти 5% от общего фонда. И это наше богатое наследие, наследие Якутии. Но вернемся к герою наших съемок, Михаилу Винокурову. Новый сезон для него в 1981 году начался очень удачно, но и вдвойне ответственно. Ведь его, Михаила Винокурова, избрали членом Среднеколымского райкома партии. В белой бесконечности Заполярья прописано зимовье Михаила Винокурова. Полярно ночью греют и воспоминания. А каждый его приезд домой – это всегда праздник. Ни звон рычев, ни гомон птиц, а ребячье разноголосие – верный признак прихода северной весны. Большим праздником детского творчества была отмечена весна 1981 года. Раз в 2 года в республике проходили такие выставки, которые вызывали большой интерес и взрослых, и детей. Организаторы понимали всю важность таких мероприятий, ведь очень важно передать детям любовь к национальному искусству, к ремеслам и к традициям. Даже одно перечисление участников достойно штрих-портрету Якутии того времени. 145 средних школ,
89 восьмилетних, 6 дворцов пионеров. Всего 3500 ребят. Коллективный рассказ о преобразовании края, о сказках, о былях, о дружбе, о красоте родной земли. Красота родной земли и края в одном этом кадре. Приезжему человеку может показаться, что здесь, в Нижнеколымском районе Якутии, зима еще в разгаре. Но старожилы уже радуются концу долгой полярной ночи и наступлению весны. Для Дмитрия Иннокентьевича Каургина, бригадира передового оленеводческого звена, начинаются новые заботы. И главное среди них – сохранить и вырастить к следующей зиме молодняк. Посмотрите на эти кадры. Такие красивые и счастливые лица. Вместе с Дмитрием делит трудности кочевой жизни и его семья. А у жены Ольги Ивановны, кроме работы в звене, есть еще одно почетное дело. Она депутат Верховного Совета Якутской АССР. На этих кадрах семья Каургиных собирается в поселок Тикси на традиционное Заполярье праздник Солнца. Здесь, в долине встречи, проходят проводы зимы. И хотя морозы еще не отступили, накал праздничек состязаний согревают и участников, и зрителей. Сейчас технологии операторской работы усовершенствованы. Мобильные камеры стали легче и мобильнее. Многие съемочные процессы уже автоматизированы. Но все равно, когда мы пересматриваем эти черно-белые кадры 1981 года, отснятые для нас специально Никандром Егоровичем Савиновым, оператором Восточно-Сибирской студии кинохроники, мы чувствуем тепло и любовь в каждом кадре. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Работа оператора, конечно, это нереальный труд. Все операторы немного супергерои. На что только не приходится идти ради красивого кадра. Ну а самое важное, что именно у операторов нет права на ошибку. Говоря об ошибках, наверное, многие из нас встречались с такой ситуацией, когда в паспорте, трудовой книжке или даже в свидетельстве о рождении фамилия или имя написаны через «е», а в другом, возможно, написали через «ё». Хотя оформлены они были на одного и того же гражданина. И из-за подобной путаницы в документах гражданину могут отказать, к примеру, в оформлении пенсии или в заключении сделки с недвижимостью. Ну или, допустим, могут отказать в получении материнского капитала. Как избежать это и что же делать, если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, узнаем далее. Здравствуйте. Довольно часто встречаются ошибки в имени, фамилии или месте рождения в документах. Некоторые могут прожить всю жизнь, не сталкиваясь с серьезными проблемами. Если в поликлинике, школе или университете на неточности закрывают глаза, то когда речь заходит о юридических делах, ошибки в документах могут сыграть с вами злую шутку. К примеру, для нотариуса это станет поводом для отказа в оформлении документов. Поэтому ошибки и неточности в официальных документах исправлять нужно, и делать это надо правильно. Ведомства, которое заменяло бы ошибки во всех документах, нет. Поэтому простого и понятного алгоритма тоже нет. В общих чертах действовать нужно следующим образом. Обратиться в тот орган власти, который выдал документ. Как правило, документы исправляют, но если пришел отказ, то нужно идти в суд. В этом случае нет ничего страшного. Такие дела, которые не затрагивают прав третьих лиц, рассматривают в особом порядке. Шансы выиграть суд довольно высоки. Главное только грамотно составить соответствующее заявление. Наверное, самой популярной опиской в документах является написание букв «е» и «ё». На основании федерального закона и судебной практики эти буквы приравниваются. Верховный суд России неоднократно подтверждал, что такое расхождение не должно становиться препятствием при назначении пенсий, пособий, льгот, ну и прочее. Если сотрудники ведомства отказывают в правах по этой причине, то, как я говорил выше, необходимо обратиться в суд. Если все же хочется избежать подобных разбирательств, то лучше все документы привести к одному виду написания. В паспорте и иных документах также могут встречаться расхождения в написании имен. Например, Наталья через «и» и Наталья через мягкий знак. Или Нюргун через «ю» или Нюргун через мягкий знак и букву «у». Такая разница может стать основанием для отказа в оформлении наследства или в признании родства.
И если такая неточность допущена в паспорте, то необходимо оформить заявление через портал госуслуги или через МФЦ. Для исправления ошибки в свидетельстве о рождении необходимо будет обратиться в органы ЗАГСа, которые рассмотрят вашу просьбу в течение 30 дней. В случае, если описка допущена в водительских правах, то вам прямая дорога в органы ГИБДД. Исправлением описок и ошибок в СНИЛС занимается пенсионный фонд. В таких ситуациях вспоминается фраза «Точность никогда не бывает лишней». Поэтому позаботьтесь о документах заранее. До свидания. Действительно, хорошая такая фраза, да, точность никогда не бывает лишней. Вообще хочется сказать, что юридическая грамотность хотя бы на каком-то базовом уровне у каждого человека должна присутствовать. Особенно должна присутствовать у тех, кто пытается реализовывать какие-то проекты различные и обращается, допустим, за грантовой поддержкой. Вот, кстати, поддержка общественных инициатив на основе государственного грантового финансирования продолжается. В данное время идет прием заявок на гранты главы Якутии на развитие гражданского общества. Отбор продолжится до 23 апреля. О промежуточных итогах грантовой политики и нововведениях конкурса этого года поговорили на пресс-конференции, приуроченной ко Дню гражданского активиста в Якутии. Далее в сюжете наших коллег из медиацентра Национальной библиотеки Якутии узнаем подробнее. Гранты и проекты стали главными инструментами общественников последние 10 лет. Об этом говорили подробно на специальной пресс-конференции. Самые полезные, нужные обществу идеи получают государственные финансы. Так, за последние 4 года более 600 проектов якутян поддержаны федеральными фондами и республиканским. Текущий конкурс на грант главы Якутии продлится до конца апреля. В этом году предусмотрено более 102 миллионов рублей, а далее последуют очередные федеральные конкурсы. Я всегда говорю всем общественникам, что мы должны ориентироваться прежде всего на федеральный грант. Если у нас ежегодно там, мы предусматриваем с помощью нашего, опять-таки, фонда президентских грантов порядка более 100 миллионов рублей, то там миллиарды рублей. И шанс выиграть на крупные суммы и шанс повторно подать идею, конечно же, гораздо высокий. Среди активных участников грантовых конкурсов сотрудники Национальной библиотеки. Привлекая к своим проектам общественников, они побеждают в федеральных конкурсах. Так, совместно с Союзом писателей получен грант на создание серии подкастов «Творческие люди». На грантовые деньги Президентского фонда культурных инициатив будет оборудована студия звукозаписи. Писатели в ней будут создавать свои передачи. Популярный медиа-жанр помогает продвигать литературу, считает автор проекта Саина Кларова. Над подкастами она работает 5-й год. Подкасты – это очень удобный и доступный жанр для молодежи. В отличие от радиопередач, его можно скачивать и переслушивать в любое удобное время. Мы делаем выпуски на 2 языках, и теперь благодаря гранту мы можем улучшить техническое качество наших выпусков и хотим, чтобы наша студия стала местом притяжения творческих людей. Еще один проект библиотеки создается совместно с Союзом художников и творческим объединением культуры Якутии. Это выставка «Якутский язык глазами художника». Проект получил грант Фонда культурных инициатив уже во 2-й раз. Выставка запланирована на ноябрь месяц, а пока идет поиск художников. Татьяна Павлова, Михаил Соловьев, медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Сейчас передам слово нашим коллегам из новостного отдела. Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Власий Сергеев. Небольшому бизнесу простили выкуп госимущества. Малому и среднему бизнесу разрешили приобретать недвижимое имущество после его аренды в течение года. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Из пояснительной записки к документу следует, что новая мера ускорит процесс приватизации такого имущества, увеличит доходы бюджетов от приватизации и поможет сократить расходы малого и среднего бизнеса на арендную плату. Также закон вводит порядок установления минимальной цены или продажи при продаже государственного и муниципального имущества. Она должна составлять не менее 5% от цены первоначального предложения.
В многоквартирных жилых домах Якутска в скором времени возможно ограничение газоснабжения из-за отсутствия договора на техническое обслуживание внутридомового оборудования. С 1 сентября прошлого года вступили в силу важные изменения в действующее законодательство в сфере газоснабжения. Согласно им изменились требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию. Главным признаком таких организаций теперь является наличие статуса газораспределительной организации, осуществляющей транспортировку газа до дома. В республике же единственной специализированной газораспределительной организацией является Саха-Транснефтегаз. Отмечается, что нововведения приняты, чтобы повысить уровень безопасности при использовании газовых приборов и сетей. Отсутствие договора на техническое обслуживание газового оборудования создает риск возникновения аварийной ситуации, в результате которой может быть причинен ущерб здоровью и угроза жизни людей. Техобслуживание должно проводиться ежегодно. Для этого все абоненты должны иметь договора с обслуживающей организацией, специализированной, которые имеют обученных аттестационных своих работников. Все абоненты могут заключить договор по двум направлениям. То есть через управляющую компанию в первом случае. Да, управляющая компания от имени всех жильцов должна заиметь протокол общего собрания, где уполномачивает управляющую компанию заключить договор от имени всех жильцов с газораспределительной организацией. Либо собственники сами могут заключить, да, и решить общим собранием и сами напрямую заключить договор с Саха-Транснефтегазом. Сильные, умные и талантливые. Именно так можно описать участников конкурса «Папа может все». В нем соревнуются 5 команд, состоящие из 2 человек, отца и сына. В рамках первого этапа участники представили жюри визитки о семье, о роде деятельности членов и традициях. Далее команды участвовали в интеллектуальном туре и конкурсе талантов. Среди участников Андреевы из Якутска. В их семье высоко чтят физическую активность. Родители регулярно занимаются разными видами спорта, приобщая к этому своих детей. Как мы сами, народ Саха, вот, на природе учим рыбачить, охотиться. Поэтому в свободное время, если будет, сразу на природу выезжаем всей семьей. Ну, такие конкурсы, прежде всего, учат детей, что в будущем тоже они видят, да, как там конкурс. Ну, первый раз вот выступаем сегодня. История Якутии берет свое начало еще с древних времен, поэтому неизученных материалов и фактов немало. Это обсуждают ученые, историки, краеведы и молодое поколение в рамках республиканской научно-практической конференции. В двухдневном мероприятии выслушали более 80 докладов, где исследователи впервые открыли неизвестные ранее факты. Данная конференция проводится в 3-й раз. По ее итогам будет составлен сборник о изучении истории региона. Таковы главные новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале. Принеси тонометр и бесплатно проверь его точность. В период с 7 по 9 апреля 2024 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят уникальную акцию «Будь уверен, будь здоров», приуроченную к Всемирному дню здоровья. Да, вообще цель акции — донести до жителей нашей страны, конечно же, важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня у нас в гостях директор Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Саха-Якутия Дмитрий Наговицын. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как часто проходит подобная акция и вот какие основные условия? Да, нужно ли записываться заранее или можно просто взять тонометр и прийти к вам? Акция проводится на всероссийском уровне 4-й раз. До этого 2 раза проводилась на Дальневосточном и Сибирском федеральном округе на базе федеральных центров стандартизации метрологии, как пилотный. Итого у нас в Якутске уже 6-й раз. 6-й раз, это 6-й год подряд проводится эта акция. То есть акция предназначена для того, чтобы дать населению понять, насколько важна точность измерения вообще в жизни человека. То есть тонометр есть в каждой семье. Принести тонометр можно по адресу Кирова, 26 в городе Якутске. Ну, еще у нас есть 4 филиала по районам. Информация, в принципе, на сайте есть, можно ознакомиться. Там инженера у нас проверят тонометр, насколько правильно он показывает, насколько он исправен. То есть заранее где-то что там записывать надо, можно вот так
смог зайти просто, здрасте, хочу проверить. Вообще, конечно, вот акция, вот эти 3 дня, 7, 8, 9 апреля, они проходят совершенно бесплатно. Это акция такая социальная. А также, если вы в любой другой день можете подойти, в принципе, там за очень символические деньги, там инженера могут проверить точность показаний тонометра. Ну а вообще, как понять, что тонометр уже работает как-то странновато, неисправно, или как вот заметить эти ошибки? Потому что обычно же, ну как, чувствуешь себя плохо, достал, измерил, нажал, много ума не надо, и думаешь, что вот оно твое реальное давление. На самом деле? Ну, на самом деле, конечно, тонометр, у него погрешность своя техническая идет там 1-3%, но люди, как правило, замеряют очень по-разному. Не зря тонометр там говорит, не двигайтесь, не разговаривайте. В лучшем случае, конечно, надо 3 раза замерить, из них среднюю какую-то вычленить. Да. Там вопрос какой был? Вот как узнать, что он уже Ну да, там работает? самая частая неисправность — это, конечно, герметичность манжеты. То есть вы накачали манжету, она начинает стравливать воздух. Это можно обнаружить там характерным звуком, либо после накачки давление не стоит на месте. Вы не отпускаете еще пока. Но это уже, когда автоматически, там уже другой разговор. Поэтому лучше, конечно, сдать в лабораторию, там специалисты это увидят. А еще какие, вот, допустим, помимо манжеты, какие могут быть неисправности, которые человек, в принципе, самостоятельно может выявить, понять, что да, что-то не то, что уже все. Ну, если это механический тонометр, там, конечно, стрелка болтается как-то плавно, не с заеданиями, там, допустим, идет. Это одна из тоже частых проблем. Герметичность манжеты, общий износ, плохой вид тоже лучше не пользоваться, потому что срок эксплуатации у любого прибора есть. Ну вот многие сейчас уже используют такой же простой способ, да, вот нажал кнопку, как ты говоришь, и он сделал, да, и думают, что достаточно поменять батарейки и все, да, а вот все-таки срок службы подобного электронных тонометров получается. Сколько примерно, плюс-минус? Ну, это в техническом паспорте при покупке нужно определять. У всех разные, да. Среднее какое-то. 3-5 лет, 10? 5-10, там вот такие. Вот. А вообще, говоря про отличия, да, вот вы сказали, что в идеале, если меряем электронным тонометром, у них есть погрешность, лучше 3 раза замерить и найти какое-то среднее. А вообще, насколько сильно могут, при нормальной работе тонометра, то есть все хорошо, там, в рамках погрешности, скажем так, заводской допустимой, насколько сильно могут вот за 3 замера отличаться показания? Ну, там, как правило, 5-10 единиц миллиметров ртутного столба. А вообще, если манометр неисправен, там уже погрешности идут до 30%. То есть это уже опасно для здоровья человека. Это уже не здоровье, там и жизнь человека может зависеть от этого. Ну, то есть, собственно, лучше, так сказать, подстраховать себя, да, прийти вот в дни этой бесплатной, необходимо отметить, акции, принести, проверить, лучше, знаешь, предупрежден, вооружен, так сказать. Да. Ну, вот, кстати говоря, про то, что инженеры посмотрят, если вдруг какая-то неисправность, то есть может ли быть неисправность такая, которую могут же ваши инженеры и поправить? Да, конечно, мелкие какие-то неисправности, в принципе, под силу нашим инженерам, если это не касается замены дорогостоящих каких-то блоков. Ну, вообще, людям нужно сдавать эти приборы, показывать, потому что родители, допустим, старенькие, они не разбираются, шипит, не шипит, герметично, не герметично, то есть им уже эти моменты не нужны, поэтому, да, лучше обезопасить себя, там, своих близких, родных. Ну, грубо говоря, это как, опять же, как поверка приборов учета, вот мы же тоже сдаем, чтобы все было нормально, все четко. А вообще, допустим, имеет ли смысл каждый год прям приносить, участвовать в этой акции, или, допустим, там, раз в 2 года уже, тоже нормально будет? Ну, смотрите, вообще для медицины даже по закону там ежегодно нужно сдавать эти тонометры, потому что они каждый день ими работают. Ну, для бытового, я думаю, 3-5 лет это... То есть раз в 3 года принести, показать это нормально. Да. Каждый год ходить смысла особого нет. Ну, от частоты использования тоже. Ну, да, понятно, что от качества тонометра самого же. Да, вот мы сейчас видим кадры, как проходит поверка, да, как значит, ваши сотрудники работают. Действительно, очень хорошая акция. Давайте еще раз напомним. Она проходит с 7 по 9 апреля, да? То есть сегодня, завтра последние дни. Да. Можно прийти к вам по адресу Кирова. Кирова, 26, это в городе Якутске. Также у нас есть в 3 филиалах, это в Нерингре, Ленина 7, в Мирном, Солдатова 14 и в Ленске, Портовская 26.
как раз-таки жители этих городов смотрят наш телеканал. Я думаю, для них это будет тоже полезной информацией. Да. Ну, помимо дней акций, можно и в любой другой день, там, как вы сказали, за символическую плату принести и также посмотреть, дать на осмотр свой прибор. Но вообще в целом, да, говоря про сегодня, есть механические тонометры, ну, скажем так, всегда были, есть электронные. На ваш взгляд, может быть, там, субъективный, каким пользоваться лучше? Ну, на сегодняшний день автоматические электронные тонометры, они показывают более лучшие технические характеристики. То есть там и погрешность лучше, выживаемость, цикл. То есть... Но ну, для бытового пользования мы, естественно, говорим, а в целом механически, ну, помимо того, что там нужно еще и понимать, как это все делать. Да, то есть на механическом там еще есть понятие погрешность измерения. То есть это не погрешность самого прибора, это погрешность измерения. Как правило, механическим там за стрелкой следят, когда она скакнет, не скакнет. То есть кто-то... Плохо видит. Не заметил, что она да, скакнула. там кто-то слишком быстрый по реакции, кто-то немножко там... Заторможен. И, как правило, там уже округленная какая-то цифра берется, но автоматически все-таки более там... Точно выдает. То есть для бытового использования лучше, конечно, использовать электронный. Да. Дмитрий Дмитриевич, спасибо за информацию. Надеюсь, все, кто нас сегодня посмотрел, придут вот сегодня, завтра успеют. А может быть, вчера уже кто-то пришел? Правильно. Да, кстати, вчера уже посетило 227 человек. Вот, то есть это здорово. Значит, это полезная акция. И, собственно, дорогие телезрители, не поленитесь. Самое главное, позаботьтесь о своих старших, да, о бабушках, о дедушках, о родителях. Принесите их тонометр и проверьте его. Да, Дмитрий Дмитриевич, еще раз спасибо. Ну, мы, как всегда, желаем хорошего дня и успехов в вашей работе. И на этой ноте мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся ровно до завтрашнего дня. А завтра в это же время, в этом же месте, в таком же, чуть-чуть, может быть, не в таком же составе, но включайте, просыпайтесь. Ну а сегодня, конечно, хорошего вам дня и отличного настроения. До новых встреч!